Предназначение и счастье женщины в служении. Она всегда хочет кому-то помочь. У девочки есть огромная сила, сила целомудрия. Женщина дает жизнь детям. Это не означает, что женщина лучше мужчин. Это означает, что нам даны способности, необходимые для выполнения нашей роли. Эмоции помогают ей воспитывать детей и украшать себя и дом. Глубокий разум помогает найти подход к мужскому сердцу и так далее. Так и я, прожив часть жизни и получив немного мудрости, пришла к тому, что счастье мое в том, чтобы быть полезной людям. Открыв творческий центр в поселке Ивресе, я искала в себе те способности и умения, которые могу качественно передать и взрослым, и детям. Оказалось, что деткам дошкольного возраста невероятно нравится рисовать пейзажи на большом формате бумаги яркими акриловыми красками. Это неспроста. Ребенок учится ориентироваться в пространстве. Живописный рисунок украсит интерьер красиво, функционально и, самое главное, своими руками и от души. Жизнь дала мне много девочек, дочки, внучки, ученицы. В 90-е годы, когда упала рождаемость и женщины думали «не дай Бог родить», я героически пошла в роддом за вторым ребенком. Меня грубо спрашивали, зачем второго родила? Когда 2 детей, это было нереально много. Мне непонятен был вопрос. Бог велел, отвечала я, ведь детей дает только Он. Потом внучки, одна за другой. Теперь у меня их 3. Господь создал нас женщинами и дал нам ценный дар. Женщина, обладающая достоинством, способна быть счастливой. Ведь наши уникальные особенности мы можем реализовать только тогда, когда мы следуем своему пути. Может быть, меня приведет моя жизнь еще к каким-нибудь другим талантам, и этот путь будет мой и для людей.